Zaman hayır olsun saygılı seyirciler, efirimizde gün günden programması. Harman ayının 19'unda bütün dünyada nişanlarlar fotoğrafların günü. İnsanların yortusu angıları durgudarlar vakıdı. Koruyarlar emosiyalar, hem anladarlar istoriyayı bir kıpımda. Gagauziyada foto büyün değil sadece zanat ya da güzel kadrlar, sosyal bağlantılar dini. Bu da sposop koruma bizim unikal istoriyamızı, kulturamızı, bucak toprakların güzelliğini hem ailelerimizin sıcaklığını. Nice gösterirler bizim Gagauz koloritini objektivden nerede arama güzel yerleri lokasyonlara deni hem de koruma regionun ruhunu. Bu iş için büyün laf edeceğiz programımızda misafirlerle kimediğine foto bu yaşamanın bir payı. Bizim stüdyamızda bulunan fotoğraflar Darya Maslin hem Natalya Kapsamon. Zaman hayır olsun kızlar. Çok sağ ol derim. Hani kabul ettiniz, teklifimize de geldiniz. Bugünü bizim stüdyamıza. Sizi de kutlarım sizin profesyonel yoğurtunuzla. Onun için isterim Darya sizden çeketme bizim programımızı. Как фотография стала частью вашей жизни и что для вас значит хороший кадр? В целом, я еще с детства любила фотографировать, и я помню, когда мне было лет 5-6, родители купили такой первый семейный фотоаппарат тех времен, и ни один отпуск вообще не обходился без этой камеры, и даже на фотографиях на телефон можно заметить, что я в руках всегда с этой камерой. И уже будучи в осознанном возрасте, я поняла, что мне действительно это нравится, и что фотография может стать не только моим хобби, но и делом всей моей жизни. Дарья, у вас как фотография стала частью вашей жизни? В фотографию я пришла в 2017 году. Мой путь начался с фотошколы при церкви. Огромная благодарность отцу Виталию, отцу Федору, Марии Петровне. Именно благодаря им я открыла для себя этот мир и поняла, что фотография может стать частью моей жизни. Несколько слов о том, в каких жанрах чаще работаете. И это портреты, семейные истории, репортажи, рилс-контенты. Чаще всего я работаю в студийных рамках. Мне нравится фэшн-эстетика, журнальный глянец, поэтому я стараюсь работать именно в этом жанре. Плюс не так давно я начала увлекаться свадебной фотографией, потому что важно понимать, что свадьба – это очень важный момент в жизни, и, конечно, каждому хочется сохранить эти кадры на всю жизнь. И чаще всего люди печатают альбомы, и, конечно, важно сохранить вот важность этого дня, чтобы это потом передавалось через альбомы и распечатанные фотографии. Я позиционирую себя как свадебного фотографа и семейного. У меня больше идет в лайфстайл, то есть я фотографирую жизнь, эмоции, чувства людей. Замечаете ли вы, что у жителей и гостей региона растет интерес к съемкам в этностиле? С какими запросами к вам приходят люди, да, хотят традиционные кадры в национальных костюмах или современную интерпретацию гагаузских мотивов? Да, недавно я снимала съемку росписи, и молодые были одеты в национальных костюмах болгарских, то есть они уже внедряют и в свои памятные дни традиционные костюмы. Также я фотографировала семейные фотосессии именно в национальных гагаузских костюмах. Когда еще ходила в фотошколу, также мы выезжали на разные локации, виноградники, и также внедряли этнические фотографии в современности. Дарья. В моем случае я больше склоняюсь к современности, поэтому стараюсь снимать именно современную фотографию. Мы живем в 21 веке, где технологии, так скажем, взяли верх над какими-то важными моментами в этой жизни, поэтому склоняюсь больше к современной фотографии и стильной. Вот мы сейчас в рамках вашего разговора говорим о современных технологиях, да, и сейчас любой человек, допустим, может нанять на телефон и в какой-либо программе в интернете это сгенерировать, да, или смоделировать, что он находится, допустим, там, в той же Италии, там, возле Пизанской башни, еще где-то. Вот насколько важно, на ваш взгляд, сохранить вот эту ту идентичность, ту фотографию, которая тянется еще с прошлых лет, да, не потерять вот это само слово фото, потому что сейчас снял, закинул в соцсети и уже как бы считается, что фотография сохранилась.
Я вообще считаю, что никакой искусственный интеллект не заменит тот факт, когда фотограф смотрит в кадр, видит человека, видит его живые эмоции. Искусственный интеллект такие эмоции нарисовать не может. Поэтому важно понимать, что искусственный интеллект как бы в современном мире это хорошо, но именно в фотографии не стоит этим злоупотреблять, потому что теряется ценность самого момента, самих кадров. И я думаю, что в будущем все-таки приятнее будет смотреть на живые фотографии, на эмоции, а не на то, что смоделировал искусственный интеллект. Как известный фотограф говорил, ты не фотографируешь, ты создаешь. То есть именно этот статус раскрывает как фотографию, как искусство. То есть человек не просто фотографирует, а важно фотографу сначала, чтобы эта картинка сложилась у него в голове, и после уже передать те же чувства, ту атмосферу, и зритель смог почувствовать это именно через кадр. А, к сожалению, с искусственным интеллектом этого не может, к этому мы. Вот такой вопрос у меня назрел к вам, да, вот одна локация, один и тот же человек. Одинаково ли снимет этот кадр, да, допустим, один и второй фотограф? Или все-таки на что обращаете внимание? Ну, в любом случае, у каждого фотографа есть свой почерк, каждый видит по-разному, как и Наталья отметила в самом начале. И я думаю, что самое главное, вот не зря говорят, что фотография отображает самого фотографа. То есть, допустим, если фотограф там семейный человек, если ему очень близки семейные ценности, то это очень сильно потом видно и на его фотографиях. Если фотографу ближе там стильная съемка, да, фэшн-картинка, то же самое потом отражается на его фотографиях. Да, и хотела отметить еще, добавить, что у каждого человека своя энергетика, свои мысли, ощущения, самоощущение, и это все передается, и мы это все запечатляем. Конечно, это разные совершенно картинки у двух разных людей, хотя одна и та же локация, допустим, одна и та же одежда, будучи. А вот наш край – это бескрайние степи, холмы, виноградники, старинные подвалы и уютные подворья. Какие места в Гагаузии вы считаете самыми фотогеничными для передачи нашего характера и природы, для нашей культуры? Вот какие локации вы выбираете и почему? Мне очень нравится кониферма в Чедерлунге. Там очень красивые места, есть красивые лошади, с которыми можно сделать красивые фотографии. Особенно семейные кадры там очень хорошо смотрятся. И помимо самих лошадей есть очень красивые места, красивый колорит. И там можно сделать очень много разных кадров в разных планах. Мы обычно для семейных съемок, в частности, выезжаем за окраину города и фотографируем именно степи, вот холмы, всю красоту, также виноградники, как я уже ранее говорила, тоже фотографируем и там, пшеница, как вариант тоже. Вот из чего складывается колоритный гагаузский кадр? Это национальный орнамент, элементы ковров ручной работы. Это может быть домашняя утварь, свет в деревенском доме или просто эмоции людей. Вот на что вы акцентируете внимание в ваших кадрах, в ваших фотографиях? Конечно, это в первую очередь эмоции людей. И дополнительно это колоритные места, если люди захотели к себе, например, для портфолио тоже в традиционном стиле, конечно же, все дополняет, как локации, как образы, но важно, конечно, эмоции запечатлеть людей. Да, я тоже согласна с этим аспектом, что эмоции – это в первую очередь основа любой фотографии. И тут, конечно же, важно понимать, что действительно хочет человек увидеть потом на этих фотографиях, и именно передать ему то, что он изначально как бы видел и как себя, в принципе, чувствовал в кадре. Что должна нести в себе фотография? Вот скажите, пожалуйста. Наверное, в первую очередь эмоции. Для меня важно, чтобы, когда человек смотрел на мою фотографию, чтобы он видел не просто себя, а видел себя в новом свете, может, в каком-то новом амплуа. И чтобы эта фотография
стала для него особенной, может, подчеркнет какой-то особенный момент, может быть, там человек сменил имидж, да, и захотел запечатлеть себя вот нового на этой фотографии. Поэтому все-таки эмоции, они в любом случае на первом плане. Ну вот, девушки, есть такой вот у многих, наверное, стереотип, да, говорит, можно вас сфотографировать? Иногда говорят, я не фотогеничен, я не получаюсь. Вот в данный момент, вот как объяснить человеку, что любой, или все-таки такие случаи бывают, что человек вот говорит, я не фотогеничен, меня не фотографируй. Или все-таки каждый человек фотогеничен? Я думаю, что каждый человек фотогеничен, просто не каждый, наверное, это в себе еще понимает, и иногда фотогеничность нужно немного подраскрыть, чтобы показать человеку, что он действительно хорошо смотрится в кадре, и все эти сомнения, это только у нас в голове, и иногда фотограф, именно обязанность фотографа, это вот развеять вот эти рамки в голове и показать человеку, что нефотогеничности ее просто нет. Она есть, и любой человек может хорошо получаться на фотографиях. Очень важно во время съемки расслабить человека и показать те искренние эмоции этого человека и красоту. Плюс еще добавить во время съемки, обязательно похвалить, какая она красивая, и это добавит уверенность в себе, и, конечно же, фотографии получатся именно такими, какими хотелось бы видеть людям. Есть ли у вас в вашей коллекции какая-то фотография особенная, да? Может, у нее какая-то предыстория есть этой фотографии? Или все фотографии для вас как бы важны, особенные? Для меня все мои фотографии особенные. Я в каждую фотографию пытаюсь вложить частичку себя, чтобы показать то, как я вижу этот мир. И на самом деле есть много фотографий, про которых можно рассказать. Но, наверное, одни из самых особенных фотографий – это мои первые фотографии, потому что это начало, так скажем, моего дела, начало моей фотографической жизни. И эти фотографии я очень бережно храню, и иногда их пересматриваю, вспоминаю, каково это было в целом начинать это дело. Вот, Дарья, скажи, пожалуйста, а были курьезные моменты? Были ли такие, что вот ты фотографируешь и не все вот идеально выстроено, все, и тут в итоге на фотографии какой-то курьезный казус, там птичка какая-то или, ну вот. Наверное, самый такой интересный и страшный для меня случай был. Я снимала церемонию таинства крещения, и мой фотоаппарат просто полетел. Затвор, получается, полетел у фотоаппарата, и он не включался ни в какую. К сожалению, у меня не было с собой запасного, но меня очень выручило то, что параллельно снимал еще один фотограф, и она меня очень выручила. И в конце дала свой фотоаппарат, и я закончила снимать как бы крещение на чужой фотоаппарат. После этого, конечно же, я всегда ношу с собой запасную камеру, чтобы больше не повторять этих моментов. Я бы хотела вернуться к самому запоминающемуся кадру. Это я снимала фотопортрет пожилой женщины у окна в черно-белой классике. Это было во время еще, когда я ходила в фотошколу. И меня зацепил именно этот кадр. Глаза у женщины были наполнены жизнью, вот, тоской. И ценен он тем, что у него нету ответа, а заставляет задуматься. Вот смотришь на кадр и заставляет задуматься и придумать свою историю. Ты хочешь сказать, что в одном кадре можно увидеть жизнь человека, да, эмоции. Вот сегодня любой... А был ли курьезный случай у тебя? Да, у меня фотоаппарат тоже заглючил во время съемки, но благо я перезагрузила, и все нормально, и я... А таких вот случаев, чтобы вот в кадре, допустим, вот запланировали, да, красивый кадр, все выложили, там декорации, все, и раз на кадре то, что не было. У меня, да, была такая история, мы выбрались на Love Story с парочкой, и вдруг начался сильный дождь, прямо ливень. И я думаю, давайте уже снимем. А они такие с макияжем, с укладкой. И мы отсняли эту серию. Я смотрю, потом у меня камера начинает глючить. То есть она вообще не реагирует. Да. Она полностью... я ее потеряла, но сильные
кадры все-таки получились, и по сегодняшний день они, наверное, самые такие запоминающиеся. Ну, самые непредсказуемые съемки – это, наверное, съемки все-таки с детками, потому что они не всегда понимают, где они находятся. Им иногда хочется побегать, попрыгать. Они делают абсолютно все, но не смотрят в кадр. Поэтому чаще всего с детками сложнее всего работать. Пробовали ли вы себя, девочки, участвовать в различных выставках или персональные выставки делать? Я участвовала, наверное, только один раз в выставке. Это была выставка в моем лицее. К сожалению, не было возможности поучаствовать в выставках какого-то международного или регионального уровня. Планируешь ли? Планирую, конечно, при любой возможности. Конечно же, хочется принимать от этой жизни все. И если будет такая возможность, я обязательно поучаствую. Я участвовала на фотовыставке в Камрате, заняла 2 место, и на фотовыставке в Кишиневе заняла 1 место. Это тоже на моем начальном пути, скажем так. И благодаря этим достижениям у меня появилось вдохновение творить дальше. Если была бы возможность принять участие в каком-то престижном международном конкурсе, да, и, допустим, к примеру, было бы задание, да, в 1 или 2 кадрах показать историю, культуру своего народа, что бы это было? Куда бы вы поехали и кого бы запечатлели? Мне очень нравится комплекс Росы в селе Кангас, и, наверное, он очень хорошо передает именно культуру нашего народа. И если бы я участвовала в такой фотовыставке, я бы обязательно поехала туда. Я наслышана о том, что там очень приветливые люди, и я уверена, что с ними у нас получилось бы отснять очень хороший материал. Как пример тоже музеи гагаузские. Вот если бы, допустим, зашла бы в музей, на чем бы остановилась? Какой бы кадр ты сняла для того, чтобы показать колорит нашего народа? Да, у меня уже был такой опыт. Я снимала для мальчика, школьника. Он был в гагаузском национальном костюме. И вот в музее именно с инструментами старинными фотографировала его. И достаточно это приятный опыт и момент. Сегодня любой человек с телефоном в руках может запечатлеть момент. Помогает ли доступность мобильной съемки популяризировать красоту нашего края? Передает ли телефонная фотография весь колорит? Или все-таки в руках опытного мастера, да, фотографа, камера передает это лучше, на ваш взгляд? Я считаю, что даже на самый простой телефон можно сделать очень красивые фотографии. Важно уметь видеть кадр, чтобы передать как раз-таки красоту нашего края. И в наше время телефон – это, так скажем, базовая потребность у любого человека. В любой момент можно включить камеру, снять видео или сделать фотографию. Поэтому, наверное, важно, понимать вот этот удобный случай, когда важно вот достать телефон и сделать этот кадр. То есть не всегда можно попасть, так скажем, даже в настроение какого-то места, чтобы действительно запечатлеть вот красоту как раз-таки этого места. Да, на телефон можно сделать красивые кадры, но именно фотограф, благодаря опыту, благодаря технологиям, фотоаппаратам и мастерству создает именно те самые кадры, на которые хочется смотреть. Скажите, были ли у вас такие случаи, когда вот идя с фотоаппаратом в руках, вот мгновение, какой-то кадр вот сделали такой, что он вот вау, прямо не вот запланированный, как обычно, да, фотограф в голове выстраивает схему, да, какую-то вот надо здесь стать, там стать, а вот такой вот моментальный какой-то кадр, и какой, если был он? У меня был один случай, я шла по улице, как раз-таки у меня был фотоаппарат с собой в рюкзаке, и передо мной шла очень красивая пожилая пара. И они так интересно между собой взаимодействовали, что я просто буквально за секунду достала этот фотоаппарат и сфотографировала, и наверное, я была бы рада этим людям передать этот кадр. Но, к сожалению, не знаю, кто это.
У меня во время съемки люди просто они веселились, разговаривали друг с другом, и я пошла, по-моему, поменять объектив, отошла, и смотрю, они так взяли ребенка, кидают и наверх, и я запечатлела этот кадр, на фоне еще был закат такой красивый, и получилась такая вот картинка красивая. Ну, наверное, как вы говорите, то, что в моменте, оно, наверное, лучше, чем вот когда подстраиваешь кадр, и не всегда получается так, как хочется. Вот ваши советы, допустим, начинающим фотографам, да, или просто людям, вот, которые взяли в руки телефон и хочет запечатлеть тот же закат, тот же дождь, и, к примеру, или какие-то моменты в жизни. Важно не останавливаться, потому что благодаря опыту мы нарабатываем свой стиль, свой вкус. И фотография для меня это не просто работа, это вдохновение, это дело, которое меня наполняет, помогает развиваться и знакомить с удивительными людьми. Важно понимать, что у каждого человека свое видение, поэтому нужно ни в коем случае не останавливаться, верить в свои силы, понимать, что каждый фотограф, он уникальный, каждый человек видит по-разному, нет двух одинаковых людей, которые видели бы одинаково. Абсолютно каждый человек видит по-своему, и, наверное, это самое такое особенное в фотографии, как мы говорили ранее, что на одной локации с одними и теми же людьми можно сделать абсолютно разные кадры. Дарья, я знаю, что вы работаете и с видео. Как передать гагаузский колорит динамики через музыкальное сопровождение, короткие клипы, рилсы, да, атмосферные звуки. Сейчас популярно в интернете даже на фоне фотографий делать ту же колоритную музыку. Вот насколько это сегодня популярно? Да, я думаю, что именно в наших краях музыка, наверное, больше всего передает всю динамику и колорит нашего народа. И музыкальное сопровождение иногда является одной из главных основ красивого видео. Конечно же, солнечный свет, закаты. У нас очень красивые холмы, степи. И именно в закатное время можно вот увидеть всю красоту нашей природы. Как часто выезжаете на природу за красивым кадром? Чаще всего именно в летнее время. Могу выезжать хоть каждый день, могу просто поехать посмотреть красивые места на будущие съемки. Но именно вот мне нравится лето, начало осени за то, что вот именно можно снимать на закате, потому что очень красивые кадры получаются именно в закатное время. Наталья. Еще монтирование рилсов, снимать видео сейчас достаточно популярным стало как способ продвижения себя в социальных сетях. То есть люди замечают и приходят не только за фотографией, но и за коротеньким таким видео, которое остается на память. Скажите, пожалуйста, насколько молодежь сегодня тянется к этой профессии? Все-таки сказать, что она одна из легких, тоже не можем сказать, потому что в каждой профессии есть свои нюансы. Наверное, с виду всегда людям кажется, что это легко, потому что даже вот у меня есть хорошая знакомая, и когда она сама побывала со мной на съемке, она после ко мне подошла и говорит: я не знала, что это так сложно. Помимо того, что ты держишь фотоаппарат в руках, ты контролируешь кадр, контролируешь свет, ты должна быть внимательна ко всем деталям, чтобы получить в итоге тот кадр, который очень важен. Поэтому я думаю, что если человеку действительно нравится фотография, он будет находиться в этой сфере, несмотря на все сложности, потому что иногда любовь к своему делу все-таки побеждает вот эти негативные моменты, которые есть абсолютно в любом деле. Если сравнить время, вернуться на 10-15 лет назад, то есть фотографов было не так много, на сегодняшний день нас стало больше, и это очень радует. Спрос с фотографий тоже есть, то есть каждая семья желает запечатлеть важные моменты жизненные, и это очень радует. Снимаете ли вы вот наши национальные праздники, да, там Хидерлейс, Касам, какие-то другие, допустим, те же конные скачки, да, чтобы вот эти наши традиции, культура осталась в памяти людей? Наверное, для меня один из самых колоритных праздников – это как раз-таки Хидерлейс. И мне очень нравится, какие устраивают скачки как раз-таки в Чедерлунге. И за все время мне удалось только один раз там побывать. И у меня был с собой фотоаппарат, и я сделала для себя кадры, чтобы запомнить этот день именно таким, какой он был.
Да, я тоже была в Камрате на этом же празднике, но, к сожалению, фотоаппарата с собой не было, но у нас есть всегда телефон с собой, на котором мы снимаем, и потом можем тоже пересмотреть те моменты. Можете ли вы сказать, что фотоаппарат – это вторая часть вашей жизни? Да. Я вижу его каждый день. Он есть в каждом моем дне, даже если я не беру его в руки, он всегда стоит на своем особенном месте в моем доме. И иногда даже бывает, что я неосознанно понимаю, что иногда могу с ним даже разговаривать, потому что это уже такой член семьи, член моей жизни, поэтому я думаю, что он есть вообще в каждом моем дне. Да, фотоаппарат вообще часть моей жизни, благодаря которому я наполняюсь и снимаю, сохраняю важные моменты людям. А скажите, пожалуйста, вот когда вы как простой обыватель, да, житель, идете по городу, допустим, или по какому-либо селу, вы как фотограф уже в голове намечаете какие-то локации, какие-то... Вот на что обращаете внимание? Даже, наверное, какой-то неприметный старенький домик тоже может быть объектом ваших съемок. Да. Чаще всего так и происходит, когда видишь какую-то локацию, сразу в голове всплывает образ, даже наряд, который подойдет к этой локации, да, в какую позу можно этого человека поставить. И даже вот идя по улице, можно увидеть, я не знаю, какие-то туфельки на прохожем человеке, и ты сразу думаешь, как эти туфельки можно было бы внедрить в определенную съемку. Да, мы замечаем, конечно же, локации мы просматриваем у себя в голове, и потом, когда к нам люди приходят с запросом на фотосъемку, мы сразу же предлагаем те или иные локации для съемок. Вот если представить, что через лет 50 или 100, да, люди будут рассматривать ваши фотографии, какую гагаузу и каких гагаузов вы бы хотели им показать через ваши работы? Конечно, в голове всплывает сразу колоритная такая картинка, например, семейная съемка, как я уже говорила ранее, в костюмах национальных, либо праздники, важные моменты людей. Наверное, хочется, чтобы люди видели себя настоящих на моих снимках, чтобы они вспоминали это время и думали, как же хорошо было, что я все-таки сделала этот кадр, и у меня осталась такая память на всю жизнь. Какие планы у вас на будущее? Есть ли у вас нереализованный фотопроект, который вы бы хотели в дальнейшем реализовать и воплотить в жизнь? Планов на самом деле очень много, как и в любой профессии. Хочется добиться больших масштабов, хочется иметь фотографии особенные, которых не будет ни у кого больше. И, наверное, такой мой большой план на будущее – это снять за границей как раз-таки наших людей, наших гагаузов в каком-то этническом костюме, чтобы показать, что наш народ, он всегда держится за свой колорит, за этику, и хочется сохранить это тоже в кадрах всегда. В первую очередь это развиваться, не останавливаться, добиваться успехов. Также я начала не так давно обучать, и в будущем планирую, возможно, да, открыть фотошколу, чтобы было еще больше заинтересованных людей. Есть ли интерес у детей, Наталья? Да, я замечаю, что на съемках даже детки, они подходят, хотят фотографироваться. Я, конечно, предоставляю им эту возможность, им интересно. Хочу сказать вам, девушки, огромное спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Надеюсь, что на вашем опыте будет много желающих, которые захотят заниматься фотографией. И еще раз хочу вас с профессиональным праздником поздравить, сказать, что наша программа «Гагаузия Гюнгенден» yaklaştı sonuna. Bizde stüdyoda bulundular iki fotoğraf, Natalya hem Darya. Anıları kendi zanatını götürüyorlar fotoğraf uğrunda. Sevgili seyirciler, isterim söylemeye bizim programımız yaklaştı sonuna. Gelen buluşmalardan kalın sağlıcakla.